Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Давайте узнаем, кто вам кости перемывает, кто о вас говорит, кто о вас сплетничает, либо в чем-то вас обвиняет. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя. Ну и давайте вместе посмотрим, кто перемывает вам кости. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, как интересно. Мужчина. Вот сразу вышел мужчина. Мужчина, который на вас жалуется. Какой-то женщине жалуется. Таким вот прям, знаете, бедолагой прикидывается, несчастным, вот как побитый, да. Вот пожалейте меня, пожалейте. Он на вас жалуется. Он рассказывает, что вы женщина-тиран, что вы его там угнетаете, истязаете, используете, что он от вас ни тепла, ни ласки не видит, что вы его как липку все время трусите, да, он все вам отдает. А мужчина, ну, мне идет, что это ваш мужчина, это не родственник, это именно мужчина. Может быть муж, может быть парень, а может быть и бывший мужчина. Он жалуется на вас. Знаете, так еще интересно показано, вот все, что он делал плохое вам, он теперь приписывает вам, да, то есть он говорит: а вот она мне там изменяет, она там то, она там все, она обо мне не заботится, там слова доброго не слышал. А на самом деле это вы от него не слышали доброго слова, это он о вас не заботился, это он там направо-налево головой своей крутил, словно бы он флюгер. Вот какой-то женщине жалуется. А эта женщина, она по глупости, по дурости его слушает и жалеет. Вот она еще не знает, какой сюрприз ей достался. И как плакать потом от этого славного, чудесного, несчастного мужчины она будет. Вот так вот показали. То есть я так понимаю, что, наверное, таки это какой-то бывший, который пытается себе там с новой женщиной теплое местечко выбить. И вот он рассказывает, что я такой славный, я такой добрый, замечательный. А вот у меня такая бывшая была, она меня там гоняла, как сидорову козу. Вот я так настрадался, да, я хочу любви, я хочу покоя. В общем, в таком ключе, да, жалуется. Если у вас недавно щеки горели, особенно вот уши горели, прям было такое ощущение, что уши горят, прям на грудь пускается. Это он говорил о вас. И вы это чувствовали, потому что связь между вами хоть и оборвалась, но она все равно еще существует. И вы его эмпатически чувствуете. Да, он на вас жаловался. Ну, ничего, вы за него не переживаете и не злитесь на него. Поверьте, высшие силы еще за вас отомстят. Он еще обо всем этом пожалеет. Так, еще мне показывают женщину. Женщина, которой вы очень много помогали, вы очень много для нее делаете. Если это родная вам женщина, то памятник вам при жизни надо ставить. Вот как вы ею опекаетесь, и никогда про нее не забываете, все, что есть, ей отдаете, все, чем можете, ей помогаете. Но у нее какая-то странная политика, вот она считает всегда мало, что вот вы мало, что вы должны больше, вы можете больше, вы вот как обязаны больше делать. Кому-то идет какая-то нездоровая ситуация, что она как будто бы вот с вас требует, а кому-то другому сама все дает. Да? Может быть, это ситуация в семье, когда у вас есть там брат либо сестра, старший либо младший, вот, допустим, мама либо бабушка жалеет вашего брата либо сестру, и там, значит, все последнее дает и много чего терпит от этого человека, а с вас, значит, все время требует. Очень несправедливая ситуация. Я вижу, что вам больно, но вы человек любящий, вы все равно вот за глаза закрываете и дальше продолжаете помогать. А эта женщина, она вот постоянно вас попрекает. Я так скажу, она разговаривает о вас с тем, кому она помогает. И вот они вместе, вот как спелись, да, и вас все время в какой-то жадности обвиняют, во невнимательности, в жадности, что вы там
о них забыли, что вы как-то сквозь пальцы помогаете, а должны и обязаны просто, да, все отдавать. Вы должны на них работать. Они будут сидеть, вы должны на них работать. И все им тащить в клювике, да, своей жизнью не жить, своих детей, значит, там в поле выпустить, да, и сказать: дети, все, у меня есть обязанности, мне нужно содержать там маму, бабушку, брата и сестру, а вы, значит, идите в поле, там, землю ешьте, либо что-нибудь там делайте, придумайте, червячков ковыряйте. Вот, мне туда все нужно отдавать, мне там нужно всегда быть и участвовать. Вот, очень неправильная и несправедливая ситуация. К сожалению, я не вижу, чтобы эта женщина поменяла свое отношение к вам, и не вижу каких-то хороших, добрых слов. Нет, она может говорить добрые, хорошие слова только когда что-то от вас нужно. Когда вы отказываете, сразу у нас настоящее лицо появляется. Еще про себя кучу гадостей можете выслушать. Обидно, неправильно, и так не должно быть. Но с другой стороны, я вижу, что в вашей семье, с вашими детьми такого никогда не будет. Никогда. Ваши дети никогда... Вернее, вы с детей не будете просить, и ваши дети никогда не будут вот чувствовать это как напряжение, да, как обязанность, да, вечно бежать и помогать. То есть ваши дети будут делать сами. Вы их не будете просить, они будут видеть, что вам там, например, что-то надо, либо они могут чем-то помочь, и они будут это делать сами. Вот, то есть таких отношений у вас с вашими детьми, с вашими внуками точно не будет. То есть все будет хорошо. Ну, вот как-то так. Видно, вы очень сильная личность, да, и поэтому, ну, так бывает, наверное, в семьях, когда считают, что вот один ребенок, он такой слабенький, хиленький, вот, ему нужно помогать, а вот другой ребенок, он сильный, мощный, всего может добиться, вот с него надо брать. Вот, к сожалению, вы в такую ситуацию, скорее всего, попали. Ну, что поделаешь, да, они вот собираются, это не чужие люди говорят, это свои, можно сказать, да, свои, и начинают, значит, про вас вот это все говорить. Может быть, это даже и не там мама, бабушка, может, это какие-то другие родственники, которым вы помогаете, и они с вас все больше и больше требуют, и вообще не хотят даже думать о том, что у вас своя жизнь, что у вас дети, что у вас семья, и вы тоже есть, и у вас есть свои потребности. Вот не можете вы всю свою жизнь выложить для этих людей. То есть разговоры между собой идут. Вот в жадности вас обвиняют. Так, дальше. Вот здесь показан еще один мужчина. Он с другим говорит. Мужчина часто говорит о вас, но это тоже не сплетни. Здесь скорее как менее опытные мужчины общаются с более опытным мужчиной для того, чтобы узнать, как к вам, не знаю, подойти, как с вами познакомиться, как разговор завести, да, вот как в отношения войти. Но у них там чисто теория проходит. Этот, кто хотел бы к вам подойти, он какой-то слишком скромный, нерешительный, такой, знаете, немножко, ну, как тютя какой-то, да, вот мнется, что-то там вот прям, вот не знаю, да надо подумать, да не сегодня, да не завтра, да никогда, да, но очень хочется, очень хочется. Вот они вдвоем за вами часто наблюдают, ну, либо вот как-то видят вас, вы где-то проходите, либо вы где-то находитесь, и они вот прям вас рассматривают, как-то визуально пытаются определить, какая вы, какой у вас характер, какие у вас запросы, потребности. Вообще, есть ли у вас кто, да, стоит ли к вам подходить? Вот разговоры, именно разговоры идут. Это не осуждение, это не сплетни, это просто разговоры о вас. Можно сказать, научные разговоры. Да. Дальше. Здесь вот подруги ваши показаны с левой стороны. Подружки, конечно, у вас еще те оторвы. Я не могу сказать, что они плохие, но они, наверное, как все женщины, да, любят поговорить и часто говорят о вас. Причем я не могу сказать, что плохое. Нет, просто делятся мнением, впечатлениями по поводу вас. То есть, ну, иногда, да, о вас говорят. Да, можно сказать, что сплетничают, но сплетничают между собой. Дальше, чем их не круг, никуда это все не выходит. Ну, и то же самое вы можете, да, с кем-то из них, о ком-то из них поговорить. Правильно? Правильно. Вот была у вас какая-то очень токсичная подруга, но вы, слава богу, от нее избавились. Она до сих пор вас вспоминает, но вспоминает как очень умную женщину,
что вот какая умная, да, раскусила меня, ну надо же, от меня избавилась, вот, а я, дурочка, прокололась, а так с ней хорошо было, так комфортно, удобно, да, вот по-настоящему вы дружите, да, вот сердцем дружите, не просто вот чисто как слово дружба, а вы сердцем дружите. Сказать, что вы вот прям идеальная подруга, да, подруга, которая вот как сестра становится, любящая и заботливая. И значит, вот эта токсичная дамочка сейчас локти себе кусает, вот она не говорит о вас плохо, нет, наоборот, она очень сожалеет, что она вас потеряла, что она, ну, позволила себе какие-то непозволительные вещи, которые вы не стали терпеть. Вот, и такая, блин, говорит, как так, да, почему так все со мной случилось? Хотела бы она, конечно, снова с вами дружить, но вы уже не пустите назад, да, вы уже ее не примете. Она, кстати, очень многое у вас переняла и очень многим от вас пользуется, вот как научилась у вас. Ну, главное, чтобы, да, вам не мешало. Так, кто у меня бизнесом занимается? Вот как бизнес-вумен у меня здесь. О вас говорят мужчины. Да, мужчины еще те сплетники, и они о вас говорят, причем говорят со злостью, потому что вы всех этих мужчин обошли, перещеголяли, можно так сказать, все они там у вас сзади пасутся. Вот как вы, они не могут, вот не способны, просто физически не способны. Вот 24/7 работать от рассвета до заката, света белого не видеть, они не способны. Вот. Но, тем не менее, позволяют себе оправдывать свои неудачи тем, что вот вы женщина, там с кем-то спали, как-то нечестно там себе, да, в общем, получили. В общем, такие разговоры. Ну, что, конкуренты, они есть конкуренты. Вам о них думать не стоит, да, им никогда за вами не угнаться. Вот. А их нетоксичные, ядовитые разговоры пусть себе в утешение оставят. Вот. Им никогда не быть на вашем месте. Вот и все. Поэтому они себе такие оправдания и придумывают. Они говорят между собой, и это не выходит за рамки ихнего круга. Ну, может быть, еще в семье там мужчина оправдывается, говорит, вот она такая конкурентка жесткая, обошла меня, перешла мне дорогу, там всех себе клиентов забрала, да, со мной никто работать не хочет. Но она же типа причинным местом это все сделала, да, а я же честный мужчина, я же просто ленивый, да, вот поэтому у меня такого нет, а у нее вот причинное место, у нее это есть, да, ну такое, знаете, может, до вас доходили даже какие-то слухи, но не обращайте внимания, это просто слезы неудачников, так можно сказать. Так, на работе женщина приятная, волосы прям так все время собирает, как зализывает, может быть, у нее там пучок, а может быть, у нее такая укладка. Вот мне идет, что она прям вот, ну, сильно их собирает, туго собирает волосы. Эта женщина, она милая, приятная, но она стучит, причем стучит на всех, не только на вас. Но почему-то так вот получается, что на вас она стучит чаще, чем на других. То ли вы такой человек, который свое мнение не держит при себе, да, у вас по каждому вопросу есть свое мнение, и вы всегда его высказываете. Вот, и вот она на вас доносит. Возмущается, когда доносит, но а тот человек, кому она доносит, наоборот, прям восхищается вами, думает, какая крутая у меня сотрудница, да, вот бы ее повысить, либо начальницей сделать. Вот идет такая информация, что вот как начальник, да, восхищается вами, тем, как вы высказываете свое мнение, какое вы влияние имеете в коллективе. А та женщина, которая на вас стучит, она наоборот по поводу вас возмущается, что вы слишком много себе позволяете, что вы такая вот отчаянная и смелая. Ну, видите, стукач есть. Волосы вот сильно туго вот как-то собирает. Вот кажется, что она вот прям все, что можно было, стянула, даже у нее как-то брови так вот вверх подскакивают. А при этом она такая всегда учтивая, услужливая, улыбчивая, но она стукачка, вот 100% стукачка. И одевается она как-то прям мрачно мне идет. Так, а вот здесь мне показывают еще одну женщину. И эта женщина, она не сплетничает о вас, она просто о вас говорит неправду. То есть это не сплетни, это ложь. Вот. Она кому-то ходит и про вас плохое говорит, подает это как правду. Может, она на вас жалуется, жаловальщица какая-то, может быть, какая-то соседка неудовлетворенная, может быть, у вас какие-то споры, разногласия с этой женщиной, может, она ходит там по инстанциям, на вас жалуется, как жалобы кидает, да?
врет, отчаянно врет, но как-то вот это ее вранье не дает никакого результата. Либо там от нее отмахиваются, либо слушать никто не хочет. А она то ли какая-то одинокая, то ли в принципе, знаете, даже если в семье живет, то на нее никто внимания не обращает. Вот такая вот женщина. Конечно, неприятно, но с другой стороны, эта женщина сама себя разрушает. То есть у нее уже какой-то надрыв пошел. Вот она пытается с вами бороться, а ничего не получается. Вот, и она надрывается в этом плане. Как нездоровый человек мне идет, да, с психикой у нее не все в порядке. И еще тут в центре такой знак, что вы молнии кидаете. Молнии, что вы мстите людям. А у вас какие-то разговоры вот ходят, что вы мстительная, либо что вы можете отомстить. Вот знаете, как нельзя с ней связываться, либо нельзя ее трогать, иначе вот не поздоровится. Молнию в 5-ю точку поймаешь. Может быть, вы что-то в прошлом делали, либо как-то себя отстояли, либо в принципе это такая вот данность, что вас действительно нельзя обижать, иначе вот карма прилетает, мгновенная карма. Но вот есть такое, говорят, причем говорят и свои, и чужие, говорят те, кто вас знают, с кем вы соприкасались. То есть вот есть такое у людей опасение, что лучше вас не трогать, лучше вас не обижать, иначе молния прилетит. Ну, может, правда, за вас ангелы заступаются и плохих людей наказывают, если вас кто-то задевает, либо кто-то какие-то неправомерные действия по отношению к вам делает. Можно сказать, что вас боятся. Вот. Боятся, да, боятся перейти вам дорогу, либо боятся как-то открыто против вас выступить, да, чтобы эта молния не прилетела. И если какие-то люди пропадают из вашей жизни, я так понимаю, что по этой причине, да, вот прям просто вас боятся. Вот получил молнию, вот, и уже как-то не хочется в следующий раз с вами встречаться и еще одну получить, да, люди предпочитают вот как исчезнуть, пропасть. Ну, а те, кто перед вами виноват, про этих вообще говорить не буду, там они прям отвечают. Еще здесь показано, что у вас очень большие глаза и очень большие уши. Я думаю, что это не физическая особенность, а скорее как ваш особый уникальный дар, ваша особая уникальная способность видеть и слышать более чем другие. То есть даже если кто-то что-то в тайне, втихаря где-то пытается сделать, вы все равно увидите, вы все равно услышите. До вас эта информация дойдет. Вот. Это тоже, знаете, прям о вас говорит, как о человеке особенном. От вас практически ничего не скроется. Либо можно скрыться только лишь на какое-то короткое время. Потом вы все равно все узнаете. Вот, скорее всего, вы знаете, кто что про вас говорит. И, возможно, просто этому как улыбаетесь, ничего с этим не делаете. Ну, а так, персона, вы яркая. Смотрите, как боятся вас. Да, боятся, оббегают. Плохие люди прям вообще держатся где-нибудь там у стенки. Вот. Но хорошие люди, наоборот, к вам притягиваются, потому что с вами интересно, вы очень грамотный, интеллектуально развитый человек, и вообще такая душа у вас открытая, теплая. С вами всегда интересно. Да, такая вы уникальная. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.